Biz ise bizim seyircilerimizge da adios amigos demeymiz. Biz endi başlaymiz ve da vakitimiz çok ve biz vatandaşlarımızı ve seyircilerimizni keyfini kotermege devam etemiz. Evet, sayılı dostlar, şimdi ise yanılağınız gibi biz Lile'nin yan-yana oturduk. Demek stüdyamızda musafir var ve şimdi subjetimiz olacak. Men bilesem, bizim subjetimiz daha çok iş adamlarına, vatandaşlarımız arasında iş adamları da vardır ve onlar için bizim subjetimiz meraklı olacak. Çünkü bizim stüdyamızda Dmitriy Zelenskiy, Kırım Kırışımıне Kol Tutu Fondunun müdürü. Assalamu alaikum, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Как настроение? Все хорошо, не смогу только продолжить на вашем родном языке разговор. Ну, ничего. Как обычно начинается ваше утро? Обычно начинается тоже рано, и несколько дней в неделю это тренировки, а все остальное время это дом. И, тренировки вы имеете в виду в спортивном зале? Да, спортивный зал. Здоровый образ жизни. Ну, немножечко нужно себя подзаряжать на рабочий день, на рабочую неделю, потому что график у нас довольно-таки плотный. Сейчас вторая половина года, она очень насыщенная на мероприятия, и большое количество предпринимателей к нам приходит, поэтому нужно быть всегда в форме. Дмитрий, расскажите о фонде поддержки предпринимательства Крыма. Что это за фонд, как давно вы работаете в Крыму? Фонд поддержки предпринимательства – это организация, которая сегодня реализует несколько проектов, в том числе это проект «Дом предпринимателя», который уже многие предприниматели посетили. Он находится по Севастопольской 20А, где мы предоставляем бесплатные услуги для бизнеса. В том числе это и консультации, и образовательные мероприятия, и возможность получить поддержку других организаций инфраструктуры, таких как фонд микрофинансирования, фонд гарантийной поддержки, центр кластерного развития, экспорта и другие. Поэтому, придя туда, предприниматель может получить не только консультации, но и помощь материальную, помощь кредитную, гарантийную. И в том числе, еще раз повторю, это образовательное мероприятие. Мы в год проводим более 300 образовательных мероприятий во всех территориях Республики Крым. Ну, конечно же, большое количество их проходит как раз в городе Симферополе. В том числе у нас на нашей площадке есть образовательный центр, где как раз это все и проводится. И много еще встреч проходит с нашими партнерами. Наши партнеры – это и общественные организации, это и контрольно-надзорные органы, поэтому со всей этой информацией можно познакомиться на сайте frbk.ru, можно завести, чтобы еще упростить общение с нами, можно завести личный кабинет, в котором можно не только записаться в удобное время на прием, но и задать вопрос, получить ответ, отправить документы. Даже не приходя к вам в офис. Даже не приходя к нам в офис, потому что мы понимаем, что предприниматели очень занятые люди, они ценят свое время. И те предприниматели, которые живут не только в Симферополе, вот как раз это такой альтернативный канал обслуживания, по-умному называется. Поэтому предпринимателям удобно, не приезжая в офис, нам уже задать часть вопросов. Ну и плюс у нас есть большие планы. В этом году мы планируем открытие 7 наших представительств уже в городах, в муниципалитетах, чтобы предприниматели могли и на месте получить более такую комплексную поддержку. То есть к вам обращаются не только начинающие молодые предприниматели, но и те, которые уже на протяжении какого-то времени продолжают свою деятельность. Да, вы абсолютно правы. Львиная доля предпринимателей, которые являются нашими клиентами, это те, которые уже ведут собственный бизнес, у которых уже есть собственное дело. Но есть и большое количество людей, которые хотят открыть собственный бизнес, и мы можем помочь. Мы можем помочь бесплатно, подготовить пакет документов, проконсультировать, рассказать, как дальше, соответственно, действовать и так далее. Плюс мы сегодня ведем совместный проект с налоговой инспекцией, где у нас есть также точка приема людей в налоговой инспекции непосредственно. Поэтому еще раз повторю, что мы работаем как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. У нас обширный диапазон не только услуг, но и как раз образовательных мероприятий для разных категорий бизнесменов. А с какой целью чаще всего обращаются люди? Это получение бесплатной консультации, либо уже они хотят получить какие-нибудь гранты, субсидии?
Хороший вопрос. Как раз вы 2 из топ-10 задали, да? Потому что как раз, если говорить о 3 вопросах наиболее задаваемых предпринимателями, это как раз первое – это получение финансовой поддержки. Получение финансовой поддержки как кредитной, так и, соответственно, безвозмездной, либо субсидии, либо грантовая поддержка. И мы как раз можем предложить консультации, рассказать не только о тех мероприятиях, которые есть у нас, которые реализует мы, как подведомственное учреждение Министерства экономического развития Республики Крым, но и других ведомств. И плюс на нашей площадке еще и приходят консультировать другие министерства, другие организации. Все это можно в графике в плане увидеть. Второй вопрос как раз касается консультационной поддержки, да, по разным вопросам, как юридическая, налоговая, бухгалтерская и так далее. И третий вопрос – это получение имущественной поддержки. То есть это взятие в аренду земельных участков, недвижимости и так далее. Вот это, наверное, топ-3 вопроса, с которыми больше всего обращаются предприниматели. Вы уже сказали в целом, но все-таки расскажите подробнее, какие мероприятия проводит Фонд поддержки предпринимателей. То есть, возможно, это какие-то бизнес-тренинги, форумы и так далее. Вы правы, это действительно и бизнес-тренинги, и форумы, и круглые столы, и семинары. Мы выбираем мероприятия не самостоятельно, мы вместе с предпринимателем, вот сейчас тоже на больших наших крупных мероприятиях, мы обратную связь собираем и определяем наиболее востребованные темы на следующий год. Еще раз подчеркну, что все наши мероприятия проводятся бесплатно, безвозмездно. И предприниматель, получая образовательную услугу, ничего за это, соответственно, не платит. А темы, как я сказал, абсолютно разные. Они касаются и начинающих предпринимателей, и более старших. Есть у нас и курсы. В этом году были очень интересные курсы работе на электронных площадках. Тема очень важная сегодня, потому что большое количество товаров, услуг, которые предоставляют крупные компании, государственные заказчики, они обязаны разыгрывать на электронных площадках. И не все еще предприниматели в Республике Крым активно пользуются этой возможностью. Поэтому эта тема была. Были темы такие, когда речь идет о развитии собственного бизнеса в интернете. Очень важная тоже тема, потому что не всегда нужно вкладывать какие-то огромные деньги, чтобы раскрутить и представить свой товар в интернете. И как раз вот специалистов по многим таким направлениям мы приглашаем не только те, которые действуют у нас в Республике Крым, но и с материковой части России, для того, чтобы и у предпринимателей было как раз вот больше знаний для развития собственного бизнеса. То есть это проходит какой-то опрос среди предпринимателей на тему того, какие темы им наиболее интересны? Смотрите, мы в течение года, вот сейчас мы заканчиваем все свои образовательные мероприятия в декабре. Но в конце года мы делаем и опросы, и анкетирование предпринимателей для того, чтобы и в течение года их тоже делаем. Это для того, чтобы определить наиболее востребованные на следующий год темы. А в течение года мы уже идем по намеченному плану, реализуя как раз, вот, как я говорил, более 300 образовательных мероприятий. И если зайти на наш сайт frbk.ru, можно ознакомиться с календарем, где в календаре посмотреть, в какую дату, в каком месте проводится мероприятие. Потому что очень много мы делаем мероприятий и в территориях. И можно, никуда не выезжая, у себя в родном городе, в родном районе пройти это обучение. Мы знаем, вскоре планируется проведение ежегодного форума, который называется «Деловой Крым». Что это за форум? Что увидят участники и вообще можно ли еще подавать заявки? Да, заявки можно еще подавать. Мы в 3-й год проводим масштабный, большой, завершающий форум года, который называется «Деловой Крым». На этот форум приезжают действующие, замечу, действующие предприниматели со всей Республики Крым. И обычно он собирает от 300 до 400 участников. Мы в этом году планируем, что такое же количество участников будет у нас присутствовать. Но есть еще небольшое отличие, потому что мы усиливаем наш форум площадкой конгресса «Ты предприниматель». То есть в один день, в одном месте, по сути, будет 2 мероприятия. Одно мероприятие, которое называется «Деловой Крым»,
в котором принимают участие уже действующие предприниматели, для которых будет подготовлена интересная программа. В ней будут не только встречи с представителями органов власти, с контрольно-надзорными нашими органами, будет и мастер-классы, и круглые столы, и в том числе будут небольшие стратегические сессии, где мы как раз будем и определять, какие есть сегодня барьеры, какие есть ограничения, что нужно сделать, чтобы как раз бизнесу в Республике Крым жилось легче, проще, комфортнее. И основная тема нашего форума – это создание мета-сообществ и деловой экосистемы Крыма. Мы знаем, что много есть общественных организаций, много предпринимателей, которые тоже общаются друг с другом в каких-то группах. Но мы говорим о том, что нам важно, чтобы на всей территории Республики Крым стала вот эта коммуникация и это общение выстраиваться более интересно, более полезно. И вторая тема – это как раз вот экосистема, потому что те регионы, которые на сегодняшний день более успешно выстраивают деловую экосистему, ведение бизнеса становится более просто, инвесторам более интересно приезжать в эту территорию, и, соответственно, развитие происходит и экономики, и региона более быстрыми темпами. И вторая часть, то есть первая часть «Деловой Крыма», вторая – это Конгресс. Это уже направлено на как раз молодых предпринимателей и для тех, кто только хочет открыть собственный бизнес. У нас есть несколько проектов, которые мы реализуем в наших общеобразовательных школах. Это для учащихся 9, 10 классов, которые только задумываются о том, что когда-то могут стать предпринимателями. И как раз эти молодые ребята проходят факультатив, в котором они касаются первых азов ведения бизнеса и могут для себя решить, а хочу ли я в дальнейшем стать предпринимателем. И первое, у них есть еще и задание, где они пишут первые бизнес-планы. Этот проект называется «Первый бизнес». Есть у нас проект, который мы реализуем в наших вузах. Это Крымский федеральный университет, это Институт экономики и управления, где уже студенты, у них более серьезная программа, они тоже касаются темы начала собственного дела, где есть образовательные мероприятия, где есть встречи с бизнесменами, и по итогу они пишут уже бизнес-план, и как раз на форуме лучшие проекты будут презентоваться потенциальным инвесторам. Третье. Составная часть нашего конгресса – это уже те молодые предприниматели, которые ведут собственное дело. И как раз мы делаем вот такую коллаборацию, такое вот общение на одной площадке разных молодых ребят, которые только хотят, задумываются, уже ведут собственное дело, для того, чтобы как раз сформировать тот пул ребят, которые в дальнейшем не только откроют собственное дело, но будут и продолжать славные традиции тех предпринимателей, которые работают успешно в Республике Крым. А кто будет проводить мастер-классы, тренинги? Это люди, которые ведут свою деятельность на территории Крыма, или же все-таки будут приглашенные со всей России? Значит, мы всегда используем два инструмента. Это мы в первую очередь приглашаем тех экспертов и тех специалистов, которые работают на территории Республики Крым, но в обязательном порядке еще и приглашаем из материковой части России для того, чтобы был обмен мнениями, для того, чтобы смотреть лучшие практики, потому что в этом году у нас приедут несколько очень интересных экспертов, владельцев бизнеса, которые будут рассказывать про маркетинг. Это предприниматели, которые, наверное, вы знаете, одно из нашумевших шоу «Гастрит», да, которое проводится в Краснодарском крае один раз в год. Большое количество ательеров, рестораторов приезжают на это мероприятие. Вот мы зовем этих организаторов, которые, по сути, без копейки денег раскрутили это мероприятие, вывели его на всероссийский уровень. Еще есть проект, который называется «I Love Running». Это проект, который посвящен здоровому образу жизни. В начале нашей передачи с вами говорили о том, что важно или не важно вести здоровый образ жизни. Да, важно, и каждый предприниматель должен обладать тоже этой энергией. Для этого он должен вести как раз активный образ жизни. Есть такой проект российский, который называется, еще раз повторю, Love Running. Мы зовем
создатели этого проекта, которые расскажут не только о своем проекте, но и о том, как добиваться целей, как раскручивать свой проект, потому что сегодня он стал очень масштабным, в нем участвует большое количество людей, и плюс они еще докрутили проект и создали проект событийный, который называется I Love Star, где сначала то есть, ты бегаешь, готовишься, а потом ты участвуешь в каких-то марафонах и так далее. То есть у тебя выстраивается еще и не просто тренировочный процесс, но и достижение определенных целей. Поэтому на этих примерах мы как раз хотим не только привить в бизнес определенную часть работы над собой, но и как пример достижения целей. Поэтому очень интересная программа сформирована нами как организаторами этого мероприятия. Ну и плюс отдельно бы хотелось выделить это то, что будет сделан акцент на нетворкинг. Если ранее те мероприятия, которые мы обычно проводили, наши коллеги, то это позволило пообщаться и познакомиться, ну там максимум 10 человек ты привозил визиток с какого-то мероприятия. Мы в этот раз сделаем другую технологию, и мы хотим, чтобы все предприниматели, которые приедут из территории, увезли как минимум 30-40 контактов. То есть для того, чтобы они еще больше познакомились, чтобы у них еще больше появилось бизнес-партнеров, потенциальных бизнес-партнеров, ну и как минимум знакомых, с кем они будут в дальнейшем общаться. Потому что чем больше вот этих маленьких контактов будет, тем как раз лучше будет развита наша экосистема бизнеса в Республике Крым. Место проведения форума — город Симферополь. Город Симферополь, да, мы несколько лет проводили не в городе Симферополе. В этом году мы выбрали принципиально Симферополь, потому что, конечно же, логистически он наиболее выгодное место занимает, и будет проводиться по улице Гренажной, 11. Заявки мы принимаем сегодня как на сайте, так и в личном кабинете можно зарегистрироваться, frbk.ru. Места еще есть, но они тают, потому что очень активно сейчас подключились регионы, и количество мест действительно ограничено. Мы не сможем принять большее количество людей, чем позволяет не только зал, но и сама программа, потому что программа рассчитана на работу в группах, на перемещение, на движение, и поэтому нужно успевать. Спасибо большое, спасибо за информацию, спасибо, что сегодня пришли. Мы вам, конечно, желаем успехов в проведении мероприятий и ждем нас снова в студии. Да, и хотелось бы в будущем поговорить уже об итогах этого форума. Спасибо. Спасибо вам за приглашение, с удовольствием приду. До новых встреч. До свидания. Бөлеже сайғылы достлар, мерақлы субетіміз солды. Иш адамлары мен белесем, өзлер үшін пек жоқ мерақлы яңы хаберлеріні олгренділер. Шымды исем, яйнымыз девам еті қырымда сат 8 солды ве келіңіз небетеки қысмымызны сейретейік.